В подмосковном центре олимпийской деревни Новогорск проходят тренировки якутской сборной по художественной гимнастике. В команде спортсменки из 6 разных клубов Якутии. Самые сильные и ловкие, самые гибкие и быстрые. А занимается с гимнастками олимпийская чемпионка, старший тренер сборной страны Ксения Дудкина, по совместительству старший тренер якутской сборной. Главная цель – подготовка к международным спортивным играм «Дети Азии». Как проходят тренировки будущих чемпионок, узнаем прямо сейчас. Так ловко управлять телом и предметами могут они, девчонки из художественной гимнастики. Обруч – один из основных предметов художественной гимнастики. Вот прямо сейчас наша сборная тренируется как раз с этим предметом. Девочкам необходимо как можно выше подкинуть обруч, поймать его, при этом успеть сделать колесо или оборот вокруг себя. Задача непростая, но выполнимая, особенно когда за плечами 8 лет большого спорта. Лизе 13. В художественную гимнастику она пришла 5-летней малышкой. Еще читать толком не умела, а обручи ловила. Первый раз у меня тоже не получилось. Мне нужно было стараться ее перекинуть, но я не могла, я не понимала, как это делается. И то есть каждым днем, каждый раз я просто нарабатывала эту технику и со временем привыкла. Художественной гимнастикой я занимаюсь почти 8 лет. Я пришла в этот спорт совершенно случайно. То есть я раньше ходила на фигурное катание, но потом мама решила, что она хочет иметь гимнастку красивую, отправила меня и туда, в фигурное катание, и в гимнастику. Но, как оказалось, два профессиональных спорта совмещать очень трудно и практически невозможно. Но и мне больше понравилось заниматься гимнастикой. Я до этого занималась в Якутске, в клубе «Бриллианты Туймады», затем перешла сюда, в групповые. Всего в якутской сборной 6 девчонок. Статные и грациозные, все как на подбор. Каждая победительница региональных и всероссийских турниров. Несмотря на юный возраст, в команде есть даже кандидаты в мастера спорта. Получается, я сейчас кандидат в мастера спорта. Выполнила его в прошлом году. Выступала на Детях Азии летом прошлого года. За все это время я ездила на разные соревнования. Гимнастикой я занимаюсь с 5 лет. Мне сейчас 13, получается уже 8 лет. Первый раз я пришла в клуб «Бриллианты Туймады». Я сама хотела, попросила у мамы, и она меня отвела. И вот так вот я и пришла в спорт. Мы одна большая дружная семья, и у которой одна общая цель – носить гордо звание спортсменки художественной гимнастики. Это девочки, которые представляют сборную нашей республики для участия на международных играх «Дети Азии», которых мы с нетерпением ждем летом следующего года. Это же, если помните, это 8-е игры. Художественная гимнастика заявлена в программе этих игр, и, конечно же, мы начали подготовку. Девочки, приехали буквально неделю назад. Вот они неделю как уже тренируются. Мы очень рады, что мы попали в Новогорск с нашей сборной командой. Мы тренируемся под началом Ксении Павловны Дудкиной. Ксения – олимпийская чемпионка, старший тренер сборной команды Российской Федерации. И учебно-тренировочный процесс, он проходит в Новогорске, в Олимпийском учебно-тренировочном центре, то есть там, где занимаются наши олимпийские чемпионки, чемпионки мира, весь свет художественной гимнастики. Ксения Дудкина – олимпийская чемпионка. В 2012 году на играх в Лондоне она завоевала золото по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Тогда ей было всего 16 лет. Сегодня Ксения сама делится знаниями и секретами художественной гимнастики, тренирует таких же юных будущих чемпионок. Дыши, спокойно.
Да, девочкам сегодня как никогда сложно, потому что сегодня второй день, когда у нас идут усиленные тренировки, именно в плане на повторение, на нагрузку. Сегодня второй раз за все время у них 2 тренировки в день, вторая вот сейчас. Конечно, им очень нелегко, хочу сказать, вот. Но они большие молодцы, потому что они заряжены именно вот энтузиазмом, желанием. Очень рада, что мне удалось подобрать такую команду. Каждая девочка подходит очень друг к другу. Нет ни заносчивых детей, они все спокойные, все воспитанные, все слушают. Это для меня, как для тренера, очень важно, чтобы гимнастка слышала. Быстрее, выше, сильнее. Расписание у спортсменок плотное. Только на одни тренировки уходит 6 часов в день. Мы обычно встаем в 7 утра, потом мы собираемся, делаем прическу, умываемся. Ну, в общем, всю утреннюю рутину. В 8 часов у нас начинается завтрак, мы идем на завтрак, кушаем. Потом у нас начинается тренировка. Например, сегодня у нас в 9:15 был бег. Мы бегали кросс 3 круга и 3 круга шагом ходили. Немножко позанимались с теннисными мячами на улице, потом пришли в зал, начали работать, получается, с 10 до того, как у нас началась хореография. Мы, получается, работали с предметом, делали общая физическая подготовка, это подкачка. После хореографии мы еще работали с предметом, потом у нас был перерыв на обед, мы пообедали и сразу же пришли в зал разминаться. И вот сейчас у нас тренировка с 4, скорее всего, до 7:30. Когда ты трудишься, ты потеешь, и ты гордишься собой от этого. Вроде бы устал, все, но ты гордишься собой тем, что вот я постаралась, я молодец, я смогла. И каждый день ты хочешь стать лучше, чем вчера. Пам-пам-пам. Держи себе счет. Раз, два, раз, два. Я подбирала по стилю качества выполнения работы, по желанию, мотивации и как горят глаза. И я думаю, что у меня очень получилось это сделать, потому что я уже не первый раз собираю команды. А когда я прилетала в Якутск, сначала я была на фестивале, я приходила на тренировки, я смотрела, как они работают. Потом, опять же, я общаюсь со всеми тренерами, мне присылали видео, мне все показывали, кто как, кто да, кто нет, кто лучше, кто хуже. Я это все просматривала очень много раз, подбирала их. И еще хочу сказать, что это не окончательный состав. Я думаю, что, возможно, у нас будут еще изменения какие-то, но пока на данный момент меня полностью все устраивает в девочках. Раз. Да. Теперь не назад, а вперед. Оп. С Якутией Ксению связывает не только тренерская деятельность. После Олимпийских игр она жила, работала и даже училась в Якутске. Окончила училище Олимпийского резерва. А еще встретила свою любовь – чемпиона по вольной борьбе. Я в 2014 году очень близко познакомилась с моей нынешней лучшей подругой, с Виолеттой Ивановой. Сейчас она Никифорова, была Иванова. Вот. Мы очень сдружились, и я тогда была после спорта, я была в таком растерянном состоянии. Она сама тренировалась в Москве. Она знает, что такое сборная России, что есть некий опыт. И она просто захотела поучиться, опять же, у меня. Она захотела, чтобы дети порадовались, она привезла меня в Якутск. И так раз, два, три, а потом я уже приехала с 3 чемоданами, а потом я уже осталась. И мы вместе работали, мы возили детей на сборы, затем уже я начала работать непосредственно с федерацией, готовила деток на Дети Азии 2016 года. Вот. Потом как-то все изменилось, я познакомилась со своим нынешним мужем, и жизнь распорядилась так, что я уехала, вот. А Якутия приехала ко мне. Я очень знаю хорошо якутский менталитет, я очень знаю, как работают дети, как с ним работали тренеры, потому что я всех знаю тренеров, всех знаю детей. Этих детей я видела еще, когда они вообще были малышки, еще очень давно.
Вот, в принципе, я понимаю картину, и я понимаю перспективу на то, что мне как бы с ними работать. Осталось очень мало времени, там всего лишь год, да, до основных их соревнований. И я уже разговаривала с Ириной Александровной Виннер, нашим главным тренером сборной России. Мы обязательно будем делать турниры. Турниры будем делать полностью под программы «Дети Азии», чтобы дети полностью понимали, каково это быть. Они уже, чтобы практиковали, чтобы у них были контрольные тренировки, чтобы это все обязательно будет. Сезон еще не закончен. Это, во-первых. Во-вторых, с нового сезона меняются предметы у юниоров. То есть это были мячи, скакалка, сейчас будут вообще обручи, булавы. Это просто разные вселенные, вообще разные. Поэтому мы сейчас пока просто нарабатываем предмет. Я хочу понять, что дети могут, чтобы видеть уже полноценную картину, что мы можем начинать составлять упражнения, работать, кто стоит, кто не стоит. Это очень такой, очень тернистый путь и достаточно непростой. Поэтому пока мы только начали, 9-й день — это вообще ерунда. Это еще, не то чтобы очень далеко, но нужно пока время. Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут летом следующего года в Якутске. А пока у гимнасток есть время, чтобы найти тот самый золотой баланс между работой телом, предметами и головокружительными вращениями. Кстати, в этом же зале в свое время занимались Алина Кабаева, сестры Аверины. И, возможно, совсем скоро мы увидим еще одних звезд художественной гимнастики уже из Якутии. А золотую медаль на Олимпиаде получить? Не буду гадать. Приятно осознавать, что в этом зале вместе, когда-то на этом же ковре занималась сама Алина Кабаева. И другие очень известные гимнастки. Я увидела хороший боевой настрой наших девочек. Здесь прекрасные условия для жизни, для работы. Дети очень довольны. Художественная гимнастика должна стать базовым видом спорта с тем, чтобы наши дети очень гармонично росли, чтобы художественная гимнастика не только сегодня жила и развивалась в регионе, а имела большое будущее. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Московская область.